12 приоритетных направлений развития. Рост населения, повышение дохода граждан, внедрение технологических инноваций и не только. Ингушетия начала подготовку к реализации нового майского указа президента России. Возможности мы стараемся оказывать им помощь, поддержать их всячески стройматериалом, финансово. Благотворительная акция в месяц Рамадан вдвойне ценнее. Фонд «Солидарность» оказал помощь малоимущей семье стройматериалами. Здесь можно много товара приобрести по доступной цене. Товар от производителя, цены ниже рыночных. Что можно приобрести на сельхозярмарке в Малгобеке, узнавал наш корреспондент. Главная задача – безопасность населения. В Главном управлении МЧС по Ингушетии прошло заседание комиссии по ликвидации ЧС. На сегодняшний день у нас в республике зарегистрировано уже 85 дорожно-транспортных происшествий. К сожалению, у нас 21 человек погиб и 150 получили ранения. Инструкция для молодых водителей. Сотрудники ГИБДД провели профилактическую беседу со студентами. На канале Ингушетия новости 24. Добрый вечер. Ингушетия уже начала готовиться к реализации нового майского указа президента России о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года. Об этом доложила заместитель председателя правительства Ингушетии Мадина Гойгова на расширенном заседании правительства республики. В соответствии с указом приоритетными задачами являются: обеспечение роста населения, повышение продолжительности жизни, снижение уровня бедности до 3 раз и повышение реального дохода граждан. Одна из главных задач – внедрение технологических инноваций и вхождение России в число сильнейших экономик мира. Указом определены 12 приоритетных направлений развития, в рамках каждого из которых выделяются 2 категории. Цели, сформулированные в виде конкретных преимущественно численных показателей, и задачи, определенные в более общих и в основном в качественных терминах. Рассмотрим первые 2 направления, указанные на слайдах. Это демография и здравоохранение. Демографическая ситуация в регионе характеризуется высокой рождаемостью, низкой общей смертностью и относительно высокой продолжительностью жизни, которая в регионе составляет 81,6 лет. Самый высокий показатель Российской Федерации. Отметим, что согласно указу, данный показатель по стране к 2024 году должен составлять 78 лет. То есть мы видим, что уже на текущую дату у нас есть достижение данного показателя. При этом по данному приоритетному направлению остается проблемный вопрос увеличения доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, которая к 2024 году должна достичь 55%. На сегодняшний день данный показатель в Ингушетии составляет 16,4%. В связи с этим необходимо разработать комплекс мер по созданию условий для всех категорий и групп населения для занятия физической культурой и спортом, а также по повышению уровня обеспеченности населения объектами спорта. Глава региона обратил внимание на необходимость создания во всех министерствах и ведомствах плана графика по достижению показателей, указанных в майском указе президента страны. На примере Министерства спорта. Как достичь 55%? Если вы будете ждать строительства дворцов, фоков и так далее, то вы этого не достигнете. У нас есть сейчас программа, у нас есть понимание, что мы ожидаем там в ближайшие годы. Но есть такое понятие, как спортивные площадки. Вот есть воркаутные площадки, где люди занимаются. Есть спортзалы, расширение. Я уже говорил там, например, сейчас мы хорошие спортзалы строим, школы там 1500 мест и так далее. Секционные соревнования. Сейчас, если проверить вашу работу, то вы нигде не учтете секции в школах шахматные. Это тоже спорт. Это спортивное. Мы же завели туда специально спортивные шахматные секции, завели в школы. Так нет? То есть мы должны это все, хотя бы то, что есть, уже поднять и спланировать. И у вас должно быть таким образом, чтобы в плане должно быть прописано, например, если сегодня 16%, у вас должно быть расписано к концу, там, грубо говоря, там, 2019 года это будет там 22%, там, столько-то процентов. У вас по каждому году должно быть расписано.
И под каждый процент у вас должно быть прописано, на основании чего это все делаете. Вот так на примере как Минспорта, так и у всех должно быть это все прописано. Поэтому обращаю на это очень серьезное внимание и изучите это дело. Под председательством главы Ингушетии в Магасе прошло очередное заседание межведомственной рабочей группы по снижению задолженности за поставленные энергоресурсы и декриминализации топливно-энергетического комплекса в республике. Участники заседания обсудили ход реализации дорожной карты по улучшению ситуации в топливно-энергетическом комплексе Ингушетии. В частности, речь шла о сборах платежей за потребленные энергоресурсы, а также об исполнении поручений, данных на предыдущих заседаниях. Глава Ингушетии призвал всех участников заседания принять меры по улучшению платежной дисциплины со стороны населения. Как считает Юнузбек Евкуров, система оплаты должна быть абсолютно прозрачной и по безналичному расчету. Благотворительный фонд «Солидарность» продолжает творить добро. В сельском поселении Нестеровское 2 малоимущим семьям, лишившимся крова во время пожара, сегодня привезли строительные материалы. И скоро они обзаведутся собственным жильем. Не остались в стороне также неравнодушные жители, местная и районная администрация. Залина Магушкова расскажет. 2500 блоков разгрузили во дворе Погорельцев. На этом самом месте чуть больше 2 недель назад находился барак, в котором ютились 2 малоимущие семьи. В один миг 8 человек лишились крова. Их временно приютили соседи. Они же помогли разобрать сгоревшие завалы. Марета Сатуева жила здесь с мужем и сыном. Женщина благодарит Аллаха, что никто не пострадал, ведь пожар произошел глубокой ночью. Старая электропроводка замкнула, короткое замыкание было. Это случилось с 5 на 6 ночью, 2:30 ночи. И совершенно случайно, у меня муж болел сильно, и мы не спали. И вот когда услышали треск, я побежала к соседям, что там, как. Ну, в общем, выяснилось потом, что у нас уже горит крыша. Уже трескался шифер, уже даже поздно было что-то самим делать. Вот. Потом срочно кто-то уже из соседей, тут девочка стала кричать, вызвали пожарных, они тут приехали, стали заливать, все, мальчишки помогали, мальчик один там упал даже. Ну, в общем, это что-то невероятно было в ту ночь. Вот. И потом, когда вот барак сам старый, и когда стали заливать пожарники, там вот это все уже стало рушиться, вот эти вот доски там. И потом, когда комиссия приехала, они сказали, что он восстановлению не подлежит. После происшествия в благотворительный фонд «Солидарность» обратилась районная администрация с просьбой оказать помощь. Фонд экстренно отреагировал на беду погорельцев. Он уже предоставил блоки, а далее планирует снабдить материалами для строительства крыши. Всего с начала этого года фонду «Солидарность» удалось помочь около 30 семьям. У нас таких случаев много. По мере возможности мы стараемся оказывать им помощь, поддержать их всячески стройматериалом, финансово погорельцев. Потому что это большая беда, общая беда для нас всех. Семьи, проживавшие в сгоревшем бараке, не в состоянии самостоятельно восстановить потерянное имущество. Понимая финансовое состояние малоимущих семей, им оказали помощь как местная, так и районная администрация, а также привлеченные спонсоры. Эти люди являются, одна семья – это многодетная семья, большая семья Кастоевых, и вторая семья – это беженцы из Грозного, женщина, да, Мария Цатуева, а муж ее беженец из пригородного района, является инвалидом. Соответственно, для того, чтобы показать им какую-то помощь, мы обратились в различные организации, это общественные организации, частные какие-то лица согласились оказать им материальную помощь. Теперь лишь вопрос времени, когда погорельцы обретут новое жилье. Уже заложен фундамент под его строительство. И совсем скоро блочные стены начнут подниматься вверх. Дом будет качественнее нынешнего и чуть просторнее. Если погодные условия не помешают, предполагается, что к праздничным дням месяца Рамадан новый дом уже покроют крышей. Залина Магушкова, Адам Далаков, Новости 24.
Завтра в Санкт-Петербурге стартует 22-й международный экономический форум. Он продлится до 26 мая. Наша республика в который год подряд принимает в нем участие. Заявки подали около 15 тысяч гостей из 100 стран мира. Напомню, в прошлом году на форуме глава республики Инузбек Евкуров подписал соглашение с крупными корпорациями – Роснефть, Россети и компанией «Газпром». Также были достигнуты договоренности о сотрудничестве с большинством российских университетов на получение целевых мест для ингушских абитуриентов. На нынешнем форуме республика планирует подписать 9 соглашений с различными организациями и учреждениями, такими как Военно-морская академия имени адмирала флота Советского Союза Кузнецова, компания Ростелеком, а также с Республикой Калмыкия. Помимо этих соглашений, в этом году мы также будем подписывать инвестиционное соглашение с предпринимателями из Индии. Это крупная компания, которая планирует реализовать у нас на территории проект по производству медицинских препаратов. То есть мы вместе с Минздравом и выходили на МИД, прорабатывали вот это соглашение. Как вы знаете, сегодня Индия очень активно развивается, добилась хороших успехов во многих направлениях, в том числе и в медицине. У них очень хорошо развиваются IT-технологии, поэтому, конечно же, мы будем с ними также активизировать нашу работу. В преддверии Мархаш по всей республике организуют сельхозярмарки. Завтра она пройдет в Магасе, на территории торгового центра, сделанного в Ингушетии, где будет представлен широкий ассортимент товаров по ценам ниже рыночных. Продлится ярмарка 3 дня. Ну а сегодня закупиться продуктами перед праздниками смогли жители Малгобека. Сюда на ярмарку съехались как местные, так и предприниматели из соседних регионов. Подробности у Хади Бекпузаровой. Низкие цены всегда привлекают покупателей, поэтому ярмарки так популярны. Например, на этой жители города Малгобек могут приобрести качественную продукцию, сэкономив хорошую сумму денег. Наибольшим спросом пользуются прилавки, конечно же, с продуктами питания. Зарема Бачараева сюда приехала из Махачкалы. Торгует она в основном копченой рыбой. Без красителей. Коптят на ольховых кедровых опилках. Без жидкого дыма. Все свежее, пожалуйста. Добро пожаловать, приходите, покупайте. А вот насколько популярна ваша продукция тут? Ну, популярно как постоянно, вот и в Чечне приглашают, и в Ингушетию, и в Осетию постоянно приглашают меня. Сюда тоже с завода по приглашению я приехала. Перед главным праздником всех мусульман Мархаш запасливые хозяйки стараются заранее купить продукты с долгим сроком годности. К примеру, мед, который украшает праздничные столы в каждом доме. Юлия Радченко приехала сюда из Ставропольского края. Женщина хорошо знает, как получить полезное лакомство, ведь пчеловодством она занимается уже 25 лет. Мед разный у нас. Например, мед с акации. Этот мед полезен при сахарном диабете. Очень его можно кушать детям, аллергии не вызывает, беременным. Мед расторопший – это единственный мед, который лечит печень, очищает ее. Потом очень хороший мед донника. Это сердечный мед, нормализует давление, сердце, очень успокаивающий при бессоннице. Один из главных плюсов ярмарок в том, что здесь представлен широкий ассортимент продукции по доступным ценам. И поэтому каждый покупатель уходит отсюда с полными пакетами продуктов. Выбор большой, культурное обслуживание хорошее. Вообще все хорошо здесь обустроено. Можно выбирать товар, какой тебе надо. Может, тебе 100 грамм надо, может, килограмм надо. В любом случае, без отказа все взвешивает, культурно обслуживает. Хорошая ярмарка, довольны. Приятно, что такие моменты у нас имеются. Здесь можно много товара приобрести по доступной цене, даже более оптовой, чем на рынке. Представленная здесь продукция, как уверяют продавцы, экологически чистой и отвечает всем требованиям покупателей. Сюда приехали с Краснодарского края с медом, с Георгиевска с медом, производители меда, пчеловоды, с Дагестана, с сухофруктами, специями, также из Кабардино-Балкарии с вязаными вещами, халатами, женской и мужской одеждой. Эта ярмарка продлится до 25 мая текущего года. Это уже третья, но далеко не последняя ярмарка в Малгобеке за этот год. Каждый покупатель здесь может приобрести продукцию по ценам ниже рыночных с 8 утра до 8 вечера. К тому же продавцы не против сделать небольшую скидку. Хади Бекпузарова, Рамзан Зурабов, Новости 24.
Ситуация с потреблением наркотиков в республике демонстрирует устойчивую тенденцию к улучшению. Об этом сообщил главный внештатный нарколог Минздрава Ингушетии Джамбулат Вадела в ходе заседания антинаркотической комиссии под председательством главы региона. По его словам, число наркозависимых в республике в этом году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 40 человек. На 1 мая 2018 года у нас зарегистрировано всего 1425 человек. Из них на диспансерном учете 241, на профилактическом учете 1184 человека. Аналогичный период 2017 года на учете состояло 1465 человек. 1174 на профилактическом и 290 человек на диспансерном учете. По сравнению с прошлым годом у нас сократилось состоящих на учете на 40 человек. За 4 месяца 2018 года на учет поставлено 47 человек. Из них на диспансерный 2, на профилактический учет 45. В аналогичный период 2017 года на учет было поставлено 56 человек. Из них на диспансерный учет 3 человека, на профилактический 53. И в сравнении с прошлым годом, в этом году за 4 месяца мы поставили на 9 человек меньше на учет. Подавляющее большинство поставлено на наркологический учет в 2018 году. Это молодые люди до 35 лет. Основные употребляемые наркотические и психотропные вещества в этом году – это марихуана на первом месте, потом амфетамин, так называемый соли, и так еще на сленге наркоманов скорость называют этот наркотик. Потом аптечные препараты – это лирика, тропикамид, цикламид, катедолон, бакласан, баклофен. А замыкают это порошный круг, скажем так, героин и дезоморфин. Такая же ситуация по употребляемым веществам складывалась и в 2017 году. Больше всего наркопотребителей из числа зарегистрированных в 2018 году проживает в Назралском районе. Там у нас поставлен на учет 29 человек. Малгобекский район на втором месте 12 человек. Сунжинский район 6 человек. В Джейрасском районе не зарегистрировано никого. Если коротко брать по ситуации, по аналогии прошлого года, лучше или хуже? Лучше у нас, если так смотреть, на 40 человек у нас сократилось состоящих, и на 9 человек мы за один и тот же период, если посмотреть за 4 месяца 2018 года, взяли на учет на 9 человек меньше. В том году было 56 человек, в этом году 47. Глава республики отметил необходимость усиления мер по противодействию наркотической угрозе. В учебных заведениях должна быть активизирована работа по профилактике наркомании. Особое внимание необходимо уделять рейдовым мероприятиям в местах массового скопления молодежи, где есть вероятность реализации и употребления психотропных веществ. Глава также отметил, что со стороны муниципальных властей должен быть системный подход для своевременного выявления наркотических средств на подконтрольных территориях. Подготовить предложение, какую профилактику, в какой среде молодежи провести. Это раз. И второе, вы тогда по своей линии посмотрите предложение вы и по линии МВД кто у нас отвечает. Я имею в виду, кроме 10 километров здесь присутствует, кто за нарко. Тоже тогда своим специалистам поставить задачу анализ сделать, с какой среды вот та молодежь, которая... То ли это из среды колледжевой, то ли школьной, то ли она без учебы, которая сама по себе. То есть анализ составить, что мы больше их привлекали на эти вот такие направления. Сейчас короткая реклама и смотрите далее в выпуске. Основная задача – безопасность населения. В Главном управлении МЧС по Ингушетии прошло заседание комиссии по ликвидации ЧС. Инструкция для молодых водителей. Сотрудники ГИБДД провели профилактическую беседу со студентами. Этот автомобиль может стать твоим. Соверши покупку от 5000 рублей в Поиск.com и получи свой шанс выиграть автомобиль и другие ценные призы. Акция действует по 21 июня 2018 года. Подробности в магазинах Поиск.com. Назрань, улица Евлоева, 41.
Продолжаем выпуск. В Главном управлении МЧС России по Ингушетии прошло очередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. На встрече рассмотрели вопросы обеспечения безопасности людей на водных объектах и в местах массового отдыха в период подготовки и проведения купального сезона 2018 года, подготовки к летнему пожароопасному периоду. Юнусбек Кивкуров поручил руководителям министерств, ведомств и органам местного самоуправления республики организовать и провести ряд мероприятий по вопросам охраны жизни людей на воде. Глава дал указание провести очистку территорий рек от мусора, которые мешают потоку воды. В преддверии празднования 25-летия создания МВД по Ингушетии мы продолжаем показывать цикл сюжетов о сотрудниках правоохранительных органов, которые ценой собственной жизни добились мира и спокойствия в родной республике. 17 августа 2009 при нападении на РОВД в Назране рядовой Хусен Батаев оказался в самом эпицентре мощного взрыва. Еще одна история героизма в материале Рины Тичоевой. Атом, да? Он не видел папу, не слышал его голоса, не успел почувствовать отцовской поддержки. Но когда речь заходит о старшине Хусене Батаеве, его дети не могут сдержать слез. Нападение, которое перечеркнуло сотни надежд. 17 августа 2009 года для сотрудников Назрановского РОВД начался, как обычно, с построения. Несколько минут до трагедии, инструктаж и незваные гости. Террорист-смертник на машине, начиненной взрывчаткой, попытался заехать во двор управления. Старшина Батаев и его товарищи бросились его остановить. Я начал набирать номер брата Хусена, соответственно, он не отвечал. По приезду я увидел ту картину, которая происходила 17 августа на Назрановском РОВД. Это последствия въезда автомашины «Газель», начиненной взрывчатки. Вместе с товарищем, выхватив табельное оружие, Хусен открывает огонь по террористу. Водитель потерял контроль, и машина на некоторое время остановилась, что помогло многим сотрудникам оказаться в укрытии. Батаев решительно направился к «Газели». Едва успел коснуться двери, как раздался мощный взрыв. Мой брат и для меня, и для всех герой, так как поступок его был именно геройский. Братья Хусена, которые в тот день были неподалеку, услышали взрыв и бросились на помощь брату. Только было поздно. В этой суете они не могли найти знакомые черты, обошли все больницы республики, соседние Осетии и Грозного. До последнего не могли поверить, что это их младший, родной Хусен, которого так все любили. Он был душой компании, где он находился в компании, всегда веселились, смеялись. У многих его друзей до сих пор и на сегодняшний день в телефонах и в памяти сохранились его фотографии, где он, и видеосъемки, где он всегда подшучивает. Он мог прийти на свадьбу над невестой, пошутить. Естественно, мог на похороны прийти, там быть соответствующим образом. Но он был человеком веселым, жизнерадостным. Хусену Батаеву уже удавалось избежать смерти. В ночь с 21 на 22 июня 2004 года, когда на республику произошло вооруженное нападение бандгруппы, Хусен вместе со служивцами оказался в эпицентре события. Тяжело раненого сотрудника ОМОНа Часыгова он спас, рискуя собственной жизнью. За героические подвиги его наградили медалью за отвагу. Вот уже 9 лет семья живет гордостью за старшину Батаева. Я его в то время просила уйти с работы. Просто он тогда говорил, что были такие ситуации, да, нападали, убивали прямо по дороге. И он приходил такой расстроенный и говорил: мне жалко, что я не могу оказаться в этот момент рядом, чтобы нагнать их. За героический подвиг, совершенный в день нападения бандгруппы на РОВД, Хусену Батаеву присвоен орден мужества посмертно. Все братья Хусена работали в правоохранительных органах. У них многочисленные награды. Видимо, совершать подвиги в этой семье стало традицией. У старшего брата Мовсера на груди также блестит орден мужества. Будучи на рядовом мероприятии, мы провели задержание лица, находившегося в федеральном розыске. Я тогда получил осколочное ранение предплечья, в области живота,
коленного сустава. После многочисленных ранений Мувсыр Батаев проходил несколько месяцев курс реабилитации. Некоторое время вообще не мог даже шаг сделать от боли. О том, что в тот день он, рискуя жизнью, совершил героический подвиг, не жалеет. Кому-то надо защищать республику, кому-то надо защищать то спокойствие, устанавливать то спокойствие, которое сегодня есть. Нет, не пожалели. Еще раз скажу, что не пожалели. Почему? Потому что мы решили продолжить эту династию. Тот, кто успел у нас сегодня вырасти и поступить в какое-то учебное заведение, мы его направили. Учебное заведение, кадетское училище, находится в Москве. Старший сын мой учится в кадетском училище войск Национальной гвардии, училище имени Шолохова. Самый старший брат Магомед тоже на пенсии. Признается, военное прошлое научило его справляться со своими эмоциями. На работу в структурах он устроился самым первым. Говорит, время было неспокойное и непредсказуемое, поэтому готовым нужно было быть ко всему. А погибшие ребята, каждый по-своему, были ему дороги. Эти лица до сих пор, они вот всех вот этих ребят, начиная с 92-го года, всех ребят, которых с нами нету, они, честно говоря, вот перед лицом всегда у меня, перед глазами стоят. Их, конечно, невозможно забыть. Увидев где-то фотографию или услышав имя, ты вспоминаешь те моменты в процессе службы, повседневные вот такие бытовые моменты, шутки всякие, вспоминаешь, и постоянно они стоят перед глазами, и помнишь ты этих ребят, и забыть невозможно. Имена всех героически погибших сотрудников при исполнении увековечены на аллее памяти на Сыркоште. Теперь это большие деревья. И когда мы снимали сюжет о открытии этой аллеи, это были просто саженцы. Прошло много времени, но народ, который потерял лучших сынов, никогда не забудет это время. Здесь много имен. Булгучев, Аздоев, Хаматханов, Цычоев. Все эти люди отдали свои жизни для того, чтобы сегодня мы жили в спокойном регионе. Лина Сычоева, Адам Далаков. Новости 24. Превышение скорости, обгон в неположенном месте, эти и другие нарушения правил дорожного движения становятся причинами ДТП. Зачастую нарушают ПДД именно молодые люди. Не случайно сотрудники ГИБДД этот вопрос обсудили на встрече со студентами в Ингушском госуниверситете. Зарема Ивлоева продолжит. Правила дорожного движения, безопасность и взаимоуважение на дорогах. Темы не новые, но не теряющие свою актуальность. В Ингушетии по-прежнему из-за ДТП погибают как взрослые, так и дети. На сегодняшний день у нас в республике зарегистрировано уже 85 дорожно-транспортных происшествий. К сожалению, у нас 21 человек погиб и 150 получили ранения. У нас, конечно, остается и наболевший вопрос детского травматизма. У нас 8 детей раненых. Хотелось бы, конечно, чтобы культура поведения наших участников дорожного движения была более высшего уровня. Но, к сожалению, сегодня у нас складывается ситуация, то, что наши водители и пешеходы, и другие участники дорожного движения, как пассажиры, игнорируют правила дорожного движения. И складывается в картину, что мы сегодня, к сожалению, теряем близких людей, и наши близкие люди получают увечья. В аудитории НГУ студенты второго курса. Словом, совсем молодые водители. Поэтому представители закона считают, что сейчас нужно сделать все возможное, чтобы молодежь не усугубляла ситуацию на дорогах. Тонированные машины, вождение в нетрезвом состоянии и превышение скорости. Все это, объясняет инспектор, не делает водителей авторитетнее в глазах общества. Еще один важный пункт встречи – детские автокресла. У нас игнорируется не только водителями, пассажирами, взрослыми ремни безопасности, но также игнорируется и перевозка несовершеннолетних в детских удерживающих устройствах. Зара Ужахова поведала студентам о трагедии, которая произошла в ее семье. 6 лет назад инспектор потеряла сразу 2 близких родственников. Их машину буквально снесли с дороги. Виновники аварии погибли сами и унесли жизни невинных людей. В этом ДТП погибло 5 человек. Молодые люди после такой лекции стали реально задумываться о ситуации на дорогах. Мне 18 лет, и уже в этом году я окончил автошколу. И на данный момент мне сейчас предстоит экзамен. И я считаю, что вот данная лекция для нас оказалась полезной. Для каждого водителя это важно соблюдение правил дорожного движения. А соблюдение этих правил возможно, если только сам водитель их знает. И для этого, соответственно, необходимо ознакомиться с этими правилами и соблюдать их.
Травматизм можно снизить, если пристегиваться, сократить количество аварий, если соблюдать скоростной режим. Студентка Белла Балхаева считает, что не менее ответственны должны быть и сами пешеходы. Она даже вспомнила историю из личного опыта. Стою, я жду, пока покажет соответствующий знак, чтобы я перешла дорогу. И рядом вот выходит старушечка на эту полосу. И вот едет машина на такой бешеной скорости. И я вот последние секунды вот я смогла убрать оттуда. Наши взрослые, они полагают, что вот если они станут на пешеходную часть, и вот водители, вот увидев, что они вот уже в таком возрасте, из почтения остановят транспортные средства и уступят им это место. Также сотрудники ГИБДД порекомендовали студентам зарегистрироваться на портале госуслуг и быть особенно бдительными на дорогах на предстоящих праздниках. Зарима Ивлоева, Хамзат Халухоев, Новости 24. Не нарушать правила дорожного движения, быть терпимее друг к другу на дороге, особенно в месяц поста, призывали водители и в Малгобеке. Комитет по делам молодежи республики совместно с сотрудниками ГИБДД провели акцию. Автолюбителям раздали буклеты «Мусульманин за рулем» и листовки с говорящим названием «Мне нужен живой папа», призывая соблюдать правила дорожного движения. Водителям также напомнили о важности наличия детских автокресел и пристегивания ремней безопасности. Такие акции Комитет по делам молодежи планирует провести во всех районах республики. Решили провести акцию целенаправленно то, чтобы наши же братья, как говорится, наши водители, чтобы остерегались, ездили более медленнее, чтобы пристегивались. Российские школы в сентябре смогут подключиться к образовательной платформе, созданной издательством «Просвещение» совместно с компанией «Яндекс». Платформа проходит апробацию, а в эксперименте участвуют 100 классов из разных школ в нескольких регионах страны. И первые результаты проекта в апреле этого года были представлены на Московском международном салоне образования. Планируется, что с началом нового учебного года каждая школа получит возможность подключиться к программе. Это поможет сформировать для каждого ребенка индивидуальную образовательную траекторию. Платформа рассчитана на учеников начальной школы, а для учащихся среднего и старшего звена в проекте предусмотрен мини-курс, который поможет им подготовиться к ЕГЭ. В Карабулакской городской библиотеке прошел правовой час на тему пенсии от А до Я. Пригласили на познавательную лекцию не только жителей города, но и школьников. Каждый мог задать работникам пенсионного фонда интересующие его вопросы. Подробности в сюжете Наты Евлоевой. Что такое белая зарплата, как формируется и рассчитывается пенсия, работники пенсионного фонда рассказывают присутствующим о всех тонкостях своей профессии. Всех собравшихся интересует, как же происходит процесс денежных выплат. Сальма Медарова пришла на правовой час как слушатель. Признается, что такие актуальные вопросы стоит задавать заранее. Я считаю, что такие мероприятия должны проводиться чаще. Это необходимо, особенно для нынешней молодежи, потому что многие из нас абсолютно не знакомы. Не знают, что такое белая зарплата, серая или черная. Допустим, я это узнала только сегодня. Каждый из присутствующих смог задать любой интересующий его вопрос касаемо работы пенсионного фонда. Так как эти учащиеся скоро вступят в взрослую жизнь, их интересовало, какую зарплату они должны получать, что работодатель на них перечисляет и вообще, как им обеспечить достойную будущую пенсию. Так как я тоже будущий пенсионер, узнать, где получать пенсию, каким способом. Узнал, что бывает, пенсия бывает накопительная, страховая, что так что если я буду работать, то мой начальник будет выплачивать мне белую зарплату и накоплять проценты от моей зарплаты на мою пенсию. Организатор мероприятия – Центр правовой информации Национальной библиотеки Ингушетии. Специалисты делятся. На сегодняшний день мало кто знает о своих пенсионных правах. Поэтому главной задачей правового центра – рассказать о них как можно большим слушателям. Наш Центр правовой информации, который находится при Национальной библиотеке, он оказывает бесплатную юридическую помощь населению республики.
библиотеки, и к нам в центр обращается очень много людей. Но так как Центр правовых информаций на базе ЦБС – это новый отдел библиотеки, и люди, для того, чтобы просветить людей о деятельности этих центров, мы решили провести этот цикл мероприятий так, чтобы привлечь внимание. Правовые часы пенсии от А до Я также запланированы в Малгобеке и в Назране. Каждый может прийти, послушать лекции и задать интересующие его вопросы. Ведь чтобы пользоваться своими правами, их надо знать. Ната Евлоева, Рахман Цуров, Новости 24. В Ингушетии с 25 по 27 мая пройдет хоккейный турнир, посвященный столетию пограничных органов России. В мероприятиях примут участие представители силовых структур республики, МВД, ФСБ, пограничного управления. Кроме того, в турнире будет участвовать команда ночной хоккейной лиги «Торги». Соревнования пройдут по круговой системе. По словам организаторов, победитель будет определен после 2 дней состязаний в преддверии празднования Дня пограничника. В республике турнир подобного уровня проводится впервые. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.